Уважаемые депутаты, продолжаем работу первой сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия 6-го созыва. Мы в таком составе впервые встречаемся в стенах парламента. 5 лет здесь мы должны вместе трудиться, терпеть друг друга, спорить, вместе с тем налаживать дружеские и братские отношения. И главное, принимать важнейшие законы, необходимые для нашего народа и для нашего государства. По результатам голосования в новом парламенте Абхазии, как и в прошлом созыве, будут работать комитеты по государственной правовой политике, бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, экономической политике и реформам, обороны и национальной безопасности. По предложению депутата Батала Тапагу, комитет по социальной политике, труду, здравоохранению и демографии также будет заниматься делами ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Наши ветераны и инвалиды просили, значит, я своими что-то говорил уже в перерыве, добавить в этот комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов. Ну, если вы не против, они просили или комитет отдельный, или добавить, не думаю, что сейчас отдельный комитет смысла нет, вот добавить сюда. Если вы не против, давайте вот формулировку такую. Вице-спикер парламента Саид Харази выступил с предложением создать отдельный комитет по делам религии. Однако депутаты приняли решение включить вопросы религии в сферу комитета по образованию, науке, языковой политике и делам СМИ. Кроме того, были созданы комитет по культуре, делам молодежи и спорту, комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Депутат парламента Алмаз Джапо выделил 3 главных направления, требующих особого внимания – демография, языковая политика и здравоохранение. Алмаз Джапо выступил с предложением о создании отдельного комитета по линии здравоохранения, при этом отметив, что вопрос не только внутренний, но и внешнеполитический. Вопрос здравоохранения является крупным государственным, политическим и внешнеполитическим. Мне кажется, нужно вообще вопрос здравоохранения поставить отдельно раз, поставить его не только на уровне комитета парламентского, но и на уровне взаимоотношений с Российской Федерацией, переориентировать наши инвестиционные вот эти возможности в сторону здравоохранения для того, чтобы нашим гражданам не приходилось в меньшей степени совершать вот эти вынужденные поездки по вопросам своего здоровья. И тем самым мы себе попытаемся побороться с этой проблемой, которая явственно на нас надвигается и очень быстро. В этой связи хотел бы в виде предложения комитет по здравоохранению вообще выделить в отдельный комитет, без примеси к нему вот, чего-то другого. И уже все вместе, 34 человека в объеме этого комитета, поработать над этой проблемой вот, в связи с тем аспектом, который я говорил. Инициативу депутата Алмаза Джапо не поддержали. Депутаты Народного собрания избрали председателей 9 комитетов. Выборы руководителей 8 из 9 комитетов были безальтернативными. Только на должность руководителя комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками были представлены 2 кандидатуры – Лаша Ашуба и Дмитрий Ардзамба. Комитет возглавил Дмитрий Ардзамба. По результатам тайного голосования комитет по государственной правовой политике возглавил Валерий Агрба. Парламентарии отметили его большой опыт работы в этом направлении. Единственная женщина в Народном собрании Наталья Смыр будет возглавлять комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В результатах тайного голосования об избрании председателя комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по экономической политике и реформам присутствовало 34 человека, выдано 34 бюллетеней, проголосовало 34 человека. Значит, за Цышба Александра Владимировича проголосовало 29 человек, против 5 человек. Таким образом, Цышба Александр Владимирович выбран председателем данного комитета. В заседании тайного голосования об избрании председателя комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по обороне и национальной безопасности присутствовало 34 депутата, выдано 34 бюллетеней, проголосовало 34 человека. Значит, за Гунью Илью Чичиковича проголосовало 32 человека, 2 оказались против. Таким образом, Гунья Илья Чичикович избран председателем данного комитета. По результатах тайного голосования об избрании председателя комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны присутствовало 34 человека, всего бюллетеней выдано 34, проголосовало 34 человека.
За Джинжоли Алхаса Владимировича проголосовало 34 человека, против никого не оказалось. Таким образом, председателем комитета избран Джинжоли Алхас Владимирович. По результатах тайного голосования об избрании председателя Комитета Народного собрания Республики Абхазия по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ присутствовало 34 депутата, всего выдано 34 бюллетеня, проголосовало 34 человека. За кандидатуру Айба Батала Эдуардовича проголосовало 34 человека, никого не оказалось против. Айба Батал Эдуардович избран председателем данного комитета. По результатах тайного голосования об избрании председателя Комитета Народного собрания Республики Абхазии по культуре, делам молодежи и спорту присутствовало 34 человека, всего бюллетеней выдано 34, проголосовало 34. За кандидатуру Бебия Винори Яковлевича проголосовало 34 депутата, против никого не оказалось. Таким образом, Бебия Винори Яковлевич избран председателем данного комитета. Уже на комитетских заседаниях будут избраны заместители руководителей комитетов. Депутаты Дмитрий Дбар, Батал Тапагу и Алмаз Джапуа выступили с инициативой о проведении парламентских заседаний в прямом эфире. Большинство депутатов эту инициативу поддержали, и уже на следующем заседании этот вопрос будет включен в повестку. Рената Шакая, Саида Гухова, Абхазское телевидение.